Прощай, коррупция в Таджикистане. Что наше правительство задумало на этот раз и сработает ли оно? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В Таджикистане с 1 августа государственные платежи будут осуществляться только в безналичной форме. Указ об этом был подписан президентом Эмомали Рахмоном 22 июня. Жители Таджикистана с 1 августа оплату за коммунальные услуги, налоги, госпошлины для выдачи разрешений, лицензий, штрафы и другие виды государственных услуг должны будут производить только с помощью банковских карт или мобильных кошельков. В настоящее время часть граждан с помощью банковских карт получают зарплату или пенсию. Муаззама Ибрахимова уже 4 месяца оплату за коммунальные услуги и другие платежи осуществляет в безналичной форме. По ее словам, таким образом она экономит время, к тому же не приходится давать кому-то из коррумпированных работников на лапу. Бывали случаи, когда, скажем, отдаешь контролеру деньги за использованную электроэнергию, а спустя некоторое время выясняется, что ты все еще в списках должников. Это из-за того, что контролер часть денег присвоил себе. Сейчас все платежи за коммунальные услуги, за воду, за электричество, даже за телевизор производим в безналичной форме, сказала собеседница. Некоторые жители говорят, что для осуществления государственных платежей в безналичной форме нужно сначала создавать необходимые условия. Давлат Худжа Хусейнов, житель района Рудаки, считает, что первым делом нужно не только в городах и райцентрах, но и во всех крупных селах установить терминалы для осуществления безналичных расчетов. В указе президента Таджикистана о мерах по расширению безналичных расчетов от 22 июня говорится, что все государственные учреждения, в том числе Нацбанк, другие финансовые организации, должны до 1 августа создать все необходимые условия для осуществления безналичных расчетов граждан. Председатель правления Аманатбанка Сираджиддин Икрами в пресс-конференции в феврале этого года отметил, что необходимо не только приобрести автономные терминалы, но и обеспечить высококачественным интернетом самые отдаленные уголки Таджикистана. Тогда жители могут осуществить платежи через мобильные телефоны прямо у себя дома, добавил он. Государственные чиновники утверждают, что переход к безналичному расчету препятствует незаконным платежам и коррупции. Налоговый комитет Таджикистана ранее сообщил, что в прошлом году 81% налогов и платежей в бюджет был осуществлен в безналичной форме. Однако переход к безналичному расчету вряд ли возможен без скоростного интернета. Служба связи при правительстве Таджикистана с начала года обещает улучшить скорость интернета и снизить цены. Однако люди по-прежнему жалуются на плохое качество интернета. Ситуация не изменилась даже после того, как президент Эмомали Рахмон в своем послании парламенту раскритиковал скорость интернета в стране. Как вы смотрите на эту ситуацию? Как вы думаете, это хорошая идея ввести этот закон и перевести все платежи в безналичный расчет? С одной стороны, да, действительно, коррупция будет меньше, но учитывая распространенность терминалов и качество интернета в стране, вряд ли это хорошая идея. Они не создали все условия для этого, а получится, что закон войдет в силу, а условий еще нет. И как тогда выживать обычным гражданам? Как вы видите эту ситуацию и рады ли вы такому нововведению? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!